Доброе утро, Якутия. Катерина Винокурова и Павел Танин. Приветствуем вас на телеканалах Якутия 24 и НВК Саха на календаре 21 декабря. Это среда. Да, и это самый короткий день. Сегодня самый короткий день в году, действительно, поэтому очень важно сегодня проснуться пораньше, чтобы вот этот день световой не упустить и максимально зарядиться, чем там заряжаются, витамином D от солнца. Конечно, в наших северных условиях это трудновато, тем не менее, каждую частичку этого витамина D советуем вам сегодня поймать. Да, ну и чтобы все запланированные дела обязательно свершились. Ну а чтобы зарядить вас позитивной энергией, мы подготовили для вас, как и всегда, интересные эфиры. И сегодня мы вам расскажем про этот самый день зимнего солнцестояния, что это такое и влияет ли это на температуру воздуха. У нас в гостях будут специалисты Якутского гидрометцентра. Ответят на все интересующие нас вопросы. А также расскажут о том, какая погода ожидает нас в ближайшие дни. В школах и садах Якутии начались новогодние утренники. Узнаем, сколько сладкого положено детям, потому что сладкие подарки самые распространенные на этих утренниках и так далее. Кроме того, в рубрике «Мой доктор» Татьяна Кехтер расскажет, как не набрать лишнего веса за новогодние праздники, потому что риск сделать это очень большой. Ну а в рубрике «Полезные советы» покажем вам гимнастику для глаз. Также у нас в гостях ожидается юрист, который расскажет о 4-м съезде юристов. Узнаем, какие итоги подводят они и какие планы у них на ближайший год. Ну а завершим наш эфир итогами розыгрыша билета, который мы разыграем сегодня во время нашего выпуска. Так что оставайтесь вместе с нами, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии», выигрывайте новогодние билеты на культурные мероприятия столицы. К слову, о телеграм-канале, вот QR-код вы видите на экране, можете своим смартфоном его сосканировать и прямо на канал наш попасть и подписаться. Ну а далее давайте знакомиться с погодой за окном. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 38-44 градуса. В Заречной группе 31-38, в южных 37-42. В Вилюйской группе 41-44, в Нижнеленских до 39. В западных 36-44, в Колымэнде-Гирской от -2 до 32 градусов. В Янских 18-37, на северо-западе 22-39. В 6 часов утра температура воздуха в столице составила 39 градусов мороза. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Сегодня днем обещают нам небольшой снег. Ветер подует западный со скоростью 1,4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит 34-36 градусов мороза. Ну что ж, какая-то оттепель наступила. Ну, подробнее об оттепели мы тоже поговорим чуть позже с нашими гостями, но мы пока разгоняем это утро. Подписчица группы «Ленинский район Новосибирск» в социальной сети ВКонтакте пожаловалась на трамвай-холодильник, в котором у нее замерзли ноги во время поездки. Ехала утром на трамвае 15-го маршрута, ужасный холод, ноги отмерзли, думала, к полу они вообще прилипнут. Печки не работают. Сегодня это еще -25, а когда будет -30, что будет с людьми? Все после таких трамваев пойдут на больничный, возмутилась женщина. Ну а местные власти ранее в СИП-ФМ сообщили, что в Новосибирске модернизация 10 трамваев обойдется в 110 миллионов рублей. У нас тоже регион холодный, холоднее, мне кажется. Благо, ноги к полу не прилипают в наших общественных транспортах. Во всяком случае, мне кажется, у нас очень много людей в автобусе, за счет этого дополнительное тепло создается и не получается примерзнуть ногами к полу. Хотя ситуация, конечно, как это говорится, да, мем смешной, ситуация страшная. Да, действительно. Вот. Но мы продолжаем говорить о холоде, и уже этой ночью, в последующие сутки, мы с вами будем наблюдать за самым коротким днем в году. И этот день называется Днем зимнего солнцестояния. Напомним, солнцестояние происходит дважды в год, 19-22 июня и 20-23 декабря.
В день летнего солнцестояния наблюдается самый длинный день и самая короткая ночь, а в день зимнего солнцестояния, наоборот, самый короткий день и самая длинная ночь по сравнению с любым другим днем года. Так астрономы высчитали, что в 2022 году зимнее солнцестояние произойдет 21 декабря в 18:58 по московскому времени, то есть ночью с 20 на 21 декабря ночь будет самой длинной в году, а день, соответственно, самым коротким. Вообще, этот день был очень важным для наших предков. Люди верили, что в день зимнего солнцестояния появляются злые духи, чтобы подпитаться живой энергией. Поэтому люди развешивали по всему дому еловые ветки. Считалось, что их резкий запах отпугнет нежелательных гостей. Ну, кого-то это порадует. С этого дня отныне будет светлеть раньше. И через полгода ночи не будет. Летом, да, напомним, в июне месяце. А чем примечателен этот день в истории? В нашей ежедневной рубрике «Даты и события» мы вам расскажем, а после к нам в студию присоединится начальник гидромедцентра Якутии Татьяна Маршалик, о чем с ней мы поговорим о погоде. На календаре 21 декабря. Сегодня отмечают День зимнего солнцестояния, День принятия Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, День рождения баскетбола, День рождения кроссворда, День повара японской кухни. В эту дату по народному календарю чтят память святой мученицы Анфисы Римской. В старину в этот день девушки занимались рукоделием. Они запирались одни в комнате, пряли, шили и вышивали. Было принято проводить обряды от сглаза и для защиты от нечистой силы. А на одежде вышивали специальные символы, которые сулили богатство, счастье, удачное замужество. Если синицы и другие птицы начнут искать укрытие под крышей, то вскоре будет метель. События в этот день. В колледже Спрингфилда 18 студентов провели первую в историю игру в баскетбол. Мари и Пьер Кюри открыли радий. В России вышел первый номер журнала «Огонек». В этот день в Москве состоялась премьера фильма «Броненосец Потемкин». Состоялась премьера первого полнометражного мультфильма Уолта Диснея «Белоснежка и 7 гномов». Этот день считается началом производственной деятельности одной из крупнейших судостроительных верфей России – завода номер 402, ныне ОАО ПО «Севмаш». В СССР произведен запуск «Космос-101». Советский Союз осуществил успешный запуск межпланетной станции «Луна-13». СССР осуществил успешный запуск межпланетной станции «Вега-2» для исследования планет Солнечной системы. Состоялся первый полет самолета Ан-225 «Мрия». Упразднение СССР и создание Содружества независимых государств. В этот день родились Роберт Броун, британский ботаник, в честь которого названо Броуновское движение. Иосиф Сталин, советский государственный и военный деятель, глава СССР. Константин Рокоссовский, советский военачальник, маршал Советского Союза. Всеволод Вишневский, советский драматург, прозаик, журналист, военный корреспондент. Петр Кошевой, советский военачальник, маршал Советского Союза. Генрих Теодор Бель, немецкий писатель, переводчик, нобелевский лауреат. Ольга Аросьева, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Джейн Фонда, американская актриса, модель, писательница, общественный деятель. Именины сегодня отмечают Сергей, Потап, Кирилл, Анфиса. Сегодня день богат на события космического масштаба, сколько спутников запустили, станций и так далее. Рубрика нам подсказала. Но, как мы уже сказали, сегодня у нас в гостях Татьяна Владимировна Маршалик, заместитель начальника управления, начальник гидромедцентра Республики Саха-Якутия. Татьяна Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Что ж, день сегодня знаменательный, день солнцестояния, короткий день, долгая ночь. И вообще, в первую очередь, конечно же, хотелось начать нашу беседу с главного вопроса. Какие же до конца года нам погодные условия ожидать? И будет ли, возможно, какое-то новогоднее чудо прогнозируется в виде потепления? Но погода не перестает нас удивлять.
неважно какой это месяц, в том числе и вот сейчас декабрь, всегда погода бывает наоборот. То есть у нас на юго-западе Ленинский район, Мирнинский запад, значит, теплее, а северо-восток всегда холодный. Вот. Но в этом году показала погода, что может быть и 60-градусные морозы, то есть мы их получили. За последние 10 лет у нас 60 градусов и ниже было всего один раз в прошлом году, а так, значит, температура была гораздо выше. И вот сейчас все наоборот. У нас на северо-востоке тепло, а на западе холодно. Вот если посмотреть сегодня температуру утром, то у нас в Ленске 42, вот, а в Черском минус 2. Да, в Черском. А вчера было плюс 2 Плюс в Черском. 2,7. Мы немножко не дотянули до абсолютного максимума, это 3,1 с плюсом. Такая температура была в 1996 году. А с чем это связано? Ну, а вообще, вот такие процессы, которые, значит, выходят на северо-восток республики, они довольно частые. Может быть, не с такими максимумами, как было вот в этом году и в 1996 году, но, тем не менее, потепления на северо-востоке бывают часто, особенно на арктической части территории северо-востока. Это мощный антициклон тропосферный, вышел с территории Аляски. Сейчас, значит, его центр находится, он выходит на Восточно-Сибирское море и вот оказывает влияние практически на все наши северо-восточные районы. Если в Аймеконе было минус 60, сейчас у них минус 30. Вот, значит, ну, а вообще вот Черский, Чекурдах, вот это вот арктическое побережье, довольно высокая температура, очень высокая, в 2 раза, можно сказать, что потеплело для того же Аймекона. И весь холод, который был на северо-востоке, он постепенно его выдавил, этот антициклон, и он ушел на запад территории, поэтому у нас там довольно холодно. Сейчас у них даже норма и ниже температура. Но если вот даже заглянуть в погоду в телефоне, да, то до конца этой недели держится, ну, оптимально такая температура, достаточно теплая для зимы, да, вот после вот этих холодов, туманов, которые мы ощутили, по крайней мере, в столице Якутии. Вот с чем это связано? Но, нормально знаете, ли это? Пока у меня есть такая возможность, вы сказали, вот заглянули в телефон и посмотрели погоду. Я вообще призываю всех смотреть официальные источники погоды, потому что буквально вчера мне житель Мирного позвонил один и говорит, что ж вы погоду даете неправильно, у меня вот так на термометре, а в телефоне вот так. А оказалось, что вот что у него на термометре с небольшой ошибкой соответствует действительности, та температура, которую отмечает именно наблюдательные пункты Якутского управления. Поэтому я как бы призываю всегда пользоваться нашим официальным, значит, сайтом Якутгидромет, и у нас страничка в телеграм-канале ФГБУ Якутская УГМС. У нас уже довольно много подписчиков, там много информации и о погоде, и о наших станциях, и о истории, поэтому, значит, призываю подписываться и смотреть из официальных источников. Отлично. Подписываемся на телеграм-канал. Мы на ваш тоже подписаны. Это приятно. Вот. Ну, вообще, еще один такой момент, который обсуждается часто и везде, это, конечно же, изменение климата. О нем мы поговорим Этот вопрос, чуть позже, мы зададим а прямо сейчас после короткая пауза. Доброе утро, вы смотрите новости. Работа по доведению установленных мер социальной помощи семьям мобилизованных почти завершена. Продолжаются работы по единичным случаям, где необходимо разбираться в ситуации индивидуально. На ближайшем заседании правительства будет принят порядок мер обеспечения детей военнослужащих в возрасте до 3 лет адаптированной молочной смесью. Об этом рассказала во время брифинга заместитель председателя правительства Ольга Балабкина. Необходимо обращаться в управление по труду и занятости именно самих муниципальных образований, в администрации муниципальных образований. Если, например, необходима помощь по переезду к месту лечения военнослужащих или по каким-то иным жизненным ситуациям. Наши органы местного самоуправления, так же как и органы государственной власти, готовы оказать любую поддержку семьям военнослужащих. И, как говорит глава республики, тыл должен быть надежен. В
Впервые в столице республики начал свою работу патронажный участок при Якутской республиканской больнице номер 2. Целью создания такого участка является обслуживание немобильных и маломобильных граждан. Специалисты выезжают на дом, проводят медицинский осмотр, а также собирают необходимые анализы. Отмечается, что в случае необходимости более углубленного обследования за больными приезжает специализированная машина в сопровождении врача. Участок работает с 12 декабря, и на данный момент осмотр прошли 25 человек. Мы взяли как эксперимент 3 участка, да, терапевтических участка, выделили из них, значит, маломобильных пациентов. Эта группа где-то примерно около 300 человек у нас будет, да, которые, по причине своего здоровья не обращаются, именно не приходят в поликлинику, а к ним приходят всегда только на дом. Это маломобильные пациенты. Возраст может быть разный. Молодые, старше 18, да, от 18 и старше люди. Ну, конечно, в основном это у нас пожилые люди, ветераны и так далее, инвалиды. В Амгинском наследии провели итоги уходящего года. Так, в торжественной обстановке вручили номинации лучшим работникам по сферам. Церемония награждения проводится ежегодно. Помимо лучших работников чествуются активисты, организации и территориальные общественные самоуправления, которые своим добросовестным трудом показывают высокие результаты в работе и общественной жизни села. Музыкальный руководитель детского сада, почетный работник образования России Татьяна Яковлева признана лучшим работником дополнительного образования. Она работает в Центре развития ребенка «Радуга» музыкальным руководителем с 1972 года. Нынче у меня в сентябре исполнилось 50 лет моей трудовой жизни. И главное, только в одной «Радуге». Как Вера Валерьевна, моя заведующая, говорит, что одна только запись, и все, в трудовой книжке. Они такие чудесные ребятишки, приходят совсем маленькие, с яселек, а к тебе привыкают и такие вырастают, и так хорошо уже поют, так прям меня радуют, играют даже на инструментах, фортепиано. Вот я учу, у меня есть кружок, именно игра «Юный пианист». В Мирном прошла ярмарка сельхозтоваров местного производства «Алмазная провинция». Ее проводят для поддержки производителей и повышения разнообразия потребительского рынка в районе. На ярмарке собираются частные подворья и фермерские хозяйства со всей Якутии. Продукцию представили участники из 5 районов, в том числе Мирнинского и Ленского. Гости отметили, ассортимент мясной, рыбной продукции и полуфабрикатов расширился. Для развития производства местной продукции в районе предоставляют льготы на аренду помещений. На ярмарке выбрали лучшую мясную, рыбную и молочную продукцию, а также лучшего продавца. Ежегодно появляются новые участники по производству, как по разведению лошадей, по рыбной продукции. Поддержка и развитие местных производителей – это является одним из наиболее важных элементов продовольственной безопасности как Мирнинского района, так и республики в целом. Это «Утро Якутии». Перед нашей паузой начали говорить о погоде. В гостях у нас Татьяна Владимировна Маршалик, заместитель начальника управления, начальник гидромедцентра Республики Саха-Якутия. Татьяна Владимировна, анонсировали мы, что поговорим немножко, может быть, хотя бы в 2 словах об изменении климата, потому что, многие об этом говорят. Действительно, климат меняется. Вообще, как это мы можем наблюдать? Но климат – это понятие, знаете, такое глобальное. Его за последние 3-5 лет климат не рассмотришь. Надо смотреть более длинный ряд наблюдений. Мы, конечно, видим, что действительно тенденция к тому, что идет потепление. То есть средние температуры, они постепенно повышаются, но тем не менее мы не забываем, в каком краю мы живем. Все-таки это у нас край прекрасный, но очень суровый. Иногда чуть потеплеет, и все думают, все, наступила весна. Но тем не менее мы знаем, что декабрь, январь – самые холодные месяцы, и обязательно они себя покажут. То, что у нас преобладающая циркуляция атмосферы какая, что зимой у нас преобладает сибирский антициклон. Сибирский, азиатский, как там хотите его назвать, и с ядром в районе Омикона.
северо-востока нашего. Как только немножко вот циклоны, которые пытаются на нашу территорию зайти и ослабить его, немножко мы видим снег, где-то ветер, а так он восстанавливается, антициклон, и вот господствует на территории. Поэтому возникают вот такие низкие температуры. Так как в антициклональной погоде у нас же застаивается воздух, нет восходящих потоков, все к земле прибивает, а там, где населенные пункты и идет активная жизнь в виде котельных, машин, там много домов и всего остального. Тут же видим, что возникают морозные туманы. Раньше они были близко к 40 градусам, вот когда понижалась температура. Сейчас уже начиная от 35 градусов уже мы видим в Якутске, вот, например, дымка такая. Вот. Это вот как раз от нашей жизнедеятельности, вот эти вот туманы морозные. Татьяна Владимировна, ну вот вы отметили, что в телефонам верить нельзя. Какая все-таки погода ждет нас на этой неделе? Будут ли На этой неделе держаться 30-градусные морозы, да, или все-таки... Ну и в целом можно, может быть, можно уже 40. говорить о новогодних праздниках хотя бы какими-то расплывчатыми прогнозами. Да, но я всегда повторяю, что, значит, долгосрочные прогнозы делать это очень неблагодарное дело. Вот, потому что мы знаем, что мы можем только предсказывать погоду, да, погода сама знает, что сделать. Природа, она себе уже наметила, как оно будет. Но так как мы синоптики, вот, значит, мы видим, что вот температура под 50 градусов в центральных районах была. Сейчас морозы ослабели. Вот сегодня уже 40, и видно, что у нас даже небо просвечивает. Вот туман немножко, значит, рассеивается. Далее мы ждем повышения температуры. Нет, можно даже сказать не повышение температуры, ослабление мороза. Вот так вот. Потому что все-таки, знаете, когда слышат, что 30 градусов, все считают, что это холодно, а мы-то думаем, что у нас же прямо жара. Тепло. Конечно, тепло. Но главное, Вот. чтобы ветров не было холодных. Холодных ветров, но вот любое повышение температуры, а с чем-то же связано, не просто так. Вот это значит, или рядом циклон проходит. Но вот в этой ситуации здесь у нас большого ветра не должно быть по той причине, что конкретно циклонов на нашу территорию не выходит. Это все-таки вот тот тропосферный антициклон и его влияние на территорию всего Северо-Востока и в том числе и центральных районов. Поэтому, значит, у нас температура будет повышаться. Максимум тепла для центральных районов мы ждем в пятницу. Там, значит, у нас температура рассчитывается в пределах дневная 30-35. Вот. Но, значит, более короткими прогнозами мы уточним, посчитаем, насколько. Потому что зимние инверсии, которые присущи нам, значит, вот это такая, знаете, очень такая тонкая штука. Бывает, что можно ее развалить, как мы говорим, это у нас такой термин. Можно развалить и получить более высокую температуру. А можно, значит, ждать тепла, а оно идет поверху и не реализуется у Земли, несмотря на то, что вроде как теплая воздушная масса. Вот. А то, что вот вы сказали по телефону, мы видим там разные расчеты, вот это как раз разные численные схемы, которые не учитывают наших вот особенностей климатических, вот этих инверсий, про которые я сказала, и ну, наше вообще физико-географическое положение, наши места, где у нас и горы, Нагорье, где-то у нас, значит, впадины, где скапливается холодный воздух, вот в том числе это Аймикон. Почему там бывает так холодно? Вот пойдет антициклон и вот накачает вот в эти более низкие места холодного воздуха, и ничем его невозможно перемешать. Вот и стоит там температура низкая, и мерзнут наши жители этих районов. Ну что ж, в любом случае будем, я думаю, ну не только мы, а наши зрители ждать какого-нибудь новогоднего чуда от погоды. Я думаю, новогоднего чуда сильно не надо ждать. Если посмотреть предыдущие годы, я не смотрела далеко, значит, но вот последние 5 лет. Значит, были 17-18 было тепло в новогоднюю ночь. Если смотреть, в прошлом году была температура даже чуть выше нормы, но это все равно было холодно. Это было 40 с небольшим градусов. То есть 31-го было, по-моему, 39, а 1-го было довольно холодно. А вот предыдущий Новый год, там было тепло, там была температура чуть ниже 30 градусов в новогоднюю ночь. А 1 числа похолодало до 40. Поэтому у нас сплошные сюрпризы. Поэтому прогноз погоды на Новый год немножко поближе к этой дате. Спасибо, Татьяна Владимировна. Ждем вас всегда в нашей студии с нетерпением. И все-таки надеемся на хорошую погоду. Ну, надеяться всегда надо, потому Конечно, что надежда умирает последней. Надежда последняя. Ну и хотелось бы поздравить всех жителей республики с наступающим Новым годом. Вы знаете, пользуясь положением, что я здесь в студии, хотела небольшую нашу. У нас всего 1200 работников гидрометслужбы на территории республики.
те, которые делают погоду, наблюдают, сопровождают, значит, самолеты метеообеспечения, зондируют атмосферу, стоят на страже рек и озер. Я хотела бы всех поздравить, а коллег особенно пожелать здоровья и, несмотря ни на какую погоду, хорошая, она плохая, но это же, знаете, субъективное понятие, быть в хорошем настроении. Вот. А люди в хорошем настроении всегда притягивают удачу. Поэтому я желаю удачи всем в новом году. Спасибо и вам огромной удачи. Вот. Ну а между тем, без новогоднего чуда не останутся юные жители новых регионов нашей страны. Волонтеры из Москвы в эти прошедшие выходные доставили несколько десятков тысяч новогодних подарков. А подробности далее. На кадрах можно увидеть, как добровольцы разгружают фуру, после чего складывают гору из коробок со сладостями. Как заявил заместитель министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Илья Бубнов, для жителей региона это важное и нужное знаковое событие. Для нас на самом деле большая радость, потому что к нам приехали подарки для детей. Мы будем поздравлять детей в преддверии Нового года. Вот, подарки от правительства города Москвы, от Сергея Семеновича Собянина. Для нас действительно это очень важно, нужно и знаково, потому что нам оказывают определенные знаки внимания. Также он добавил, что добровольцы из Москвы привезут подарки юным жителям Мариуполя, для которых устроят новогоднее представление. Сегодня мы поедем по разным городам республики. В первую очередь, конечно, поедем в больницы, где у нас лежат на лечении, на восстановлении дети. Будем им дарить подарки, поздравлять с наступающим Новым годом. Завтра мы выезжаем в Мариуполь, и в Мариуполь делаем небольшое мероприятие. И также вручаем детям подарки и поздравляем с наступающим Новым годом. В свою очередь, волонтеры молодежного сообщества «Столица» выразили надежду, что акция помощи будет продолжена и в январе. Мы сегодня приехали первый раз, но мы очень надеемся, что эта акция будет продолжаться, что акция «Москва помогает» — это такая большая история, которая будет продолжаться и в январе. И сейчас идет сбор гуманитарной помощи, и мы очень надеемся, что у нас получится приехать сюда еще. В понедельник председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова сообщила, что волонтеры доставили в ЛНР и ДНР более 30 тысяч подарков. Ну а сегодня мы, как и обещали, разыграем билет в цирк на красочное шоу-программу «Гала-концерт» экс-солистов легендарных вокально-инструментальных ансамблей. Это представители таких ансамблей, как «Веселые ребята», «Синяя птица» и «Песняры». Да, отличный подарок, я думаю, можно сделать своим мамам, Билет папам. у меня. Да, все-таки, наверное, поклонники, поклонницы даже более старшего поколения с удовольствием пошли бы на это мероприятие, которое состоится 4 января в цирке. цирке в нашем Бриллиантовом в 19:00. Отлично можно провести новогодние каникулы. Что же нужно сделать, чтобы вот этот билет, еще раз его возьму, подержу, вот, Кать, покажи, подержи. Нужно ответить на 2 вопроса в нашем телеграм-канале «Утро Якутии», о котором мы в самом начале программы говорили. Вот на всякий случай вам QR-код, который можно отсканировать и попасть в этот канал и подписаться. Вопросы звучат следующим образом. Премьера какого новогоднего циркового представления состоялось в Государственном цирке Якутии в 2009 году? Это вопрос номер 1. И вопрос номер 2. Кто является самой первой дрессировщицей пуделей в нашей республике? Ответы и варианты ответов, правильные, неправильные, мы ждем в нашей телеграм-группе «Утро Якутии». Поэтому кто первый правильно ответит, тот, собственно, и получит пригласительный на концерт. 4 января в 19:00. Между прочим, не только для родителей, бабушек, дедушек это же можно для ознакомления с культурой музыкальной, фактически прошлого века. Да, конечно, я думаю, каждому будет интересно посетить это мероприятие, данный концерт. Да. Ну, а сейчас самое время, когда Дедушка Мороз приносит сладкие подарки нашим детям. Вот чем влечет поедание большого количества этих самых шоколадных конфет? Ну, вообще, быстро съеденный сладкий новогодний подарок может спровоцировать пищевую аллергию, нарушение пищеварения, вызвать боли в животе, запор, тошноту и даже рвоту. Об этом сообщил РИА Новости главный педиатр Московского департамента здравоохранения Исмаил Османов. Согласно рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения суточная норма употребления сахара для детей 4-6 лет не должна превышать 19 граммов или 4 чайные ложки. Для детей 70 лет до 24 граммов, это же 5 чайных ложек. Детям старше 11 лет безопасно употреблять до 30 граммов сахара в день, либо 6 чайных ложек. Детям до 4 лет употребление сахара вовсе не рекомендуют. Средняя конфета, кстати, весит 13-15 граммов, из которых 8-12 граммов приходится именно на сахар. Выходит, что детям 4-6 лет можно съесть 2 конфеты всего лишь. Детям 7-10 лет 2-3 штучки, а для детей постарше 3 конфеты – это предел, рассказал Османов. Он также отметил, что бесконтрольное употребление сладостей, даже эпизодическое, может негативно сказаться на состоянии здоровья ребенка. Я думаю, что и среди взрослых есть те, кто любит шоколады. Ну, у взрослых добавляется дополнительная опасность, это новогоднее застолье, потому что взрослые уже начинают там очень хорошо питаться, что тоже может повлечь за собой лишние килограммы и какие-то проблемы пищеварительного характера. О том, как бороться с лишним весом, расскажет Татьяна Кехтер. Доброе утро! Думать, что за праздничным новогодним столом мы будем держать себя в руках и не допускать излишеств, бессмысленно. Это же праздник, эмоции. Ограничение – это стресс и депрессия, который потом способен привести к увеличению веса. В праздники надо получать удовольствие. Но с другой стороны, мы можем минимизировать риски. Для этого нужно только слегка изменить рацион. Как этого достичь? За 20-30 минут до новогоднего застолья поешьте фруктов, яблок, груш, апельсинов, мандаринов, ананасов. Тогда, сев за стол, вы будете чувствовать себя более сытно и меньше сидите. Лучше поесть за 3-4 часа до праздничного стола. Начните свое застолье с овощных салатов. Это позволит быстро насытиться полезной едой и избежать переедания. Правильный гарнир – это очень важно. Не готовьте картофель, который многие так любят. Сделайте овощное рагу. Накладывая его, мысленно разделите тарелку на 2 равных части. Овощи должны занимать ее половину. Хороши еще любые свежие овощи, зелень. Просто нарежьте их и поставьте на стол, чтобы каждый брал себе что хочет и сколько хочет. Отлично подойдут и салаты из свежих овощей. Для заправки не обязательно использовать растительное масло. Свежие салаты хорошо сочетаются с лимонным соком. Пейте больше жидкости. Это может быть вода с лимоном, компот или морс, желательно без добавления сахара. Все напитки должны быть теплыми, так как холодные ухудшают пищеварение. Замените полностью или частично кондитерские изделия фруктами или фруктовыми десертами. Старайтесь соблюдать пропорции в еде. И последний совет. Конечно, нам хочется наготовить всего побольше, чтобы в первые дни новогодних каникул не возиться у плиты. Но все же надо учесть срок хранения большинства блюд не более 24 часов. Даже если остатки салатов хранятся в холодильнике, есть риск нанести себе вред несвежей едой. Не рискуйте, будьте здоровы, и пусть новогоднее застолье оставит только радостные воспоминания. С наступающим, счастливым и успешным Новым годом! Ну что ж, как всегда, традиционно, каждую среду у нас в гостях выступают специалисты из офиса «Мои документы». И сегодня у нас в студии главный специалист отдела коммуникации Центра «Мои документы» Шайдонова Елена Васильевна. Поговорим на тему «Новый сервис на Е-Якутия. Паспорт семьи военнослужащего. Забота». Елена Васильевна, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нам о сервисе подробнее, как давно он был запущен и что из себя представляет. Новый сервис «Паспорт семьи военнослужащего» — это сервис мер поддержки, который запущен на региональном портале eyakutia.ru с 16 декабря. Данный сервис, он, получается, рассчитывает меры и льготы, которые положены семьям военнослужащих. То есть, когда ввели новые меры поддержки в октябре этого года, семьи стали задаваться вопросами, что положено, куда нужно подойти, где получить, да. И именно для этого этот сервис и разработан, чтобы, так сказать, ответить на вопросы граждан. Данный сервис, он разработан благодаря совместной работе Центра «Мои документы» Якутии, РЦИТа и Мининновации Республики Саха-Якутия. Ну, а в целом, какие меры поддержки сейчас доступны для семей военнослужащих? В Центре «Мои документы» можно получить это как комплексную услугу. В нее входит 7 мер поддержки. Давайте я подробнее расскажу. Во-первых, это единовременная материальная помощь в размере 200 тысяч рублей.
это бесплатное питание школьникам с 5 по 11 классы, это освобождение от оплаты в детских садах, это санаторно-курортное лечение для родителей военнослужащего, а также приоритетное заключение договоров на целевое обучение вузов и СУЗов, повышенная стипендия и бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Эти меры, они не все, есть еще дополнительные меры, и именно вот этот сервис, он и направлен на то, чтобы подсказать людям, какие меры поддержки им доступны. Ну, сориентироваться, в общем, в этом. Лен, а насколько прост в использовании данный сервис? Да, как я уже сказала, этот сервис доступен на региональном портале eyakutia.ru, а найти его можно очень легко на главной странице, там, где главные баннеры, да, он сразу же вас направит на этот сервис, либо в поисковой строке ввести ключевое слово «забота», и он тоже также вас направит. И, конечно же, в первую очередь нужно авторизироваться на портале. Это логин и пароль от портала госуслуг. И хочу обратить внимание зрителей, что учетная запись, она обязательно должна быть подтвержденная. Так, и уже в самом сервисе он состоит из 2 разделов. Непосредственно сам помощник, который рассчитывает эти меры поддержки, да, и после, когда вы уже в этом сервисе, в этом помощнике, вы заполняете эту форму, ставите галочки, где это необходимо, смотря от вашей жизненной ситуации, и он уже там же на месте рассчитывает, показывает, что вам доступно. И также, если эту услугу можно оформить электронно, он подскажет сразу ссылку на электронное оформление. Вот. И также хотела бы обратить внимание зрителей, что данный сервис, он носит ознакомительный характер. Ну, и такой тоже немаловажный вопрос, если у человека нет доступа к интернету, ну, всякое бывает. Как можно воспользоваться этим сервисом, то есть физически прийти куда-то? Или какие-то проблемы возникли, да? Да, такое тоже бывает, и во всех офисах Центра «Мои документы» по республике у нас есть места для самостоятельной работы, и в некоторых районах у нас с недавнего времени открылись сектора пользовательского сопровождения. Я здесь тоже поясню, места для самостоятельной работы — это специально оснащенное рабочее место с доступом в интернет, где, получается, заявитель может подойти и самостоятельно оформить электронные услуги. И при необходимости он может получить консультационную поддержку от специалиста. Принцип работы сектора пользовательского сопровождения, он немножко отличается. Да? Это полноценное окно обслуживания с 2 мониторами. То есть один монитор у специалиста, а другой монитор у заявителя. И получается так, что специалист, он наблюдает за тем, как заявитель заполняет заявление. И при необходимости он может обучить, подсказать, какие документы, как правильно заполнить форму. И, так сказать, заявитель, он не только получает услугу, но и обучается. Ну, Елена Васильевна, спасибо большое за информацию полезную. Думаю, отлично, когда вот все такие сервисы уходят в онлайн, вообще ими становится легче пользоваться, и экономится время в том числе. Спасибо, что каждую неделю практически держите нас в курсе нововведений. Спасибо. Ну а теперь настало время немного отдохнуть, даже если вы только-только проснулись. В нашей рубрике «Полезные советы» мы с вами проведем гимнастику для глаз вместе с Полиной Долинской. Порхай как бабочка, жмурься как кот. Самое простое и быстрое упражнение для снятия усталости – это быстро и часто поморгать, будто бабочка взмахивает крыльями. Или сладко пожмуриться несколько раз, подражая коту. Такие действия улучшают кровообращение и увлажняют глаза. Представьте море. Чтобы расслабить мышцы глаз, сильно зажмурьтесь на 5-10 секунд. В это время представьте что-то успокаивающее – море, луговые травы под ветром, либо бегущие облака. Рисуем узоры. Первое и главное – не поворачивая головы, посмотрите глазами вверх, вниз, влево, вправо. Потом начните рисовать узоры. Ромб, квадрат. Задерживая на секунду взгляд в уголках. Усложним. Рисуем звезду. Затем изобразите 8. Сначала вертикальную,
Потом положите ее и нарисуйте, головой не двигая, знак бесконечности. Делаем массаж. Легкий массаж глаз помогает справиться с отечностью, улучшает циркуляцию жидкости в тканях. Достаточно 3 пальцами слегка надавить на закрытые глаза и немного помассировать в течение 1-2 секунд. Расслабиться и поморгать. Повторять 4-5 раз. Полюбите глазоломки. Есть специальные стереокартинки, глядя на которые сначала не видишь изображения. Кажется, что это просто узор из полосок и кружочков. Потом, вглядываясь, отодвигая картинку взад и вперед, внезапно видишь объемную картину. Такие картинки тренируют не только глаз, но и мозг. Ну что, гимнастику для глаз сделали, а теперь самое время правильно сделать ответить. гимнастику для головы, потому Да, что... для мозгов. Для мозгов, да. Напрячь извилины, в мозг в тонус привести с утра – это полезно. Я напоминаю, что мы разыгрываем вот такой вот билет на гала-концерт экс-солистов легендарных вокально-инструментальных ансамблей. 4 января 19:00 состоится в нашем цирке в Якутске. Вопросов было 2, отвечать на них нужно в телеграм-канале. Ссылку, QR-код видите вот сейчас внизу, вот тут вот подо мной. Можете сосканировать или по прямой перейти. Вопроса было 2. Премьера какого новогоднего циркового представления состоялась в Государственном цирке Якутии в 2009 году? И кто является самой первой дрессировщицей пуделей в нашей республике? Ну, я думаю, можно дать небольшие подсказки. Подсказочку, да, обязательно. Подсказка на первый вопрос, она будет звучать так, что это была история про человека, который любит море. Угу. И Так. дерево в море. Дерево в море. Дерево, на котором есть ткань. Я, например, не поняла. Надеюсь, что зрители наши возьмут на заметку твою подсказку. Я думаю, они смекнут. У вас остается буквально немножко времени до конца эфира. Пишите нам на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Ну а далее мы передаем слово нашим коллегам из информационной службы. Доброе утро, вы смотрите новости. Родители военнослужащих, призванных в рамках мобилизации, проходят реабилитацию в санаториях Якутска. Расходы на путевку возмещаются через органы социальной защиты. Максимальный размер поддержки составляет 60 000 рублей. Так, в санатории Абырал бесплатно прошли лечение 4 человека из Намского и Усть-Алданского районов. Они ходили в массажный кабинет, прошли ряд процедур в грязелечебнице и соляной комнате. В санатории также оказывают психологическую помощь, организовывают массу культурных мероприятий, в том числе проводятся творческие мастер-классы, конкурсы, состязания по настольным играм и концерты. Все это эффективно влияет на реабилитацию здоровья родителей, чьи сыновья участвуют в СВО. Мы стараемся делать все возможное, чтобы у них, самое главное, чтобы психологический настрой был хороший. Поэтому проводятся все процедуры, которые у нас есть. Это физиолечение, это массаж, ЛФК, фитотерапия, галотерапия. Да, то есть все возможные, которые ориентированы для того, чтобы восстановить их здоровье. Путевка, значит, оплачивается у нас через Министерство труда и социального развития Республики Саха-Якутия. Да? И там есть установка, что оплачивается до 60 000 рублей. В Якутии впервые провели операции по стентированию сосудов головного мозга. В республиканской больнице номер 2 прошел мастер-класс для местных врачей. Его провел врач-нейрохирург из Санкт-Петербурга Андрей Петров. Операция позволяет предотвратить развитие ишемического инсульта, вызванного нарушением проходимости сосудов, которые снабжают мозг кровью. Важная особенность этого метода заключается в том, что он дает возможность обойтись без разрезов на коже. Достаточно лишь небольшого прокола в месте введения катетера. Очень много людей, которые в диспансерном учете стоят с аневризмой головного мозга, с тяжелыми, сложными аневризмами или с множественными аневризмами. Тех мы, как правило, отправляли в ближайший, например, Новосибирский институт Мишалкина отправляли. Но там, как мы знаем, там своя очередь есть, там свои квоты есть. Если мы сейчас внедрим вот эту технологию, то есть установки стента, поток перенаправляющих стентов у нас, то это в будущем, конечно же, доступность вот этой операции будет достаточно широка, то есть и в нашей республике, то есть получается. В
селе Титебях Ангаласского района торжественно открыли дом-музей, построенный силами местных жителей. Новый объект приурочили к столетию якутской автономии. Начиная с 2018 года по инициативе сельчан проводились субботники по заготовке стройматериалов, возведению короба здания, покраске фасада, а также шел сбор средств путем проведения благотворительных акций и концертов. Новый дом-музей имеет краеведческое направление. В нем собраны экспонаты, связанные с историей жемконского первого наследия. Также он выполняет функции Центра духовной культуры народа Саха, и здесь будут проводиться традиционные якутские обряды. С целью консолидации журналистского сообщества впервые в республике прошел этно-медиа-форум. В мероприятии приняли участие студенты Северо-Восточного федерального университета, колледжи и иностранные студенты. Главной темой форума являлась реализация государственно-национальной политики в стране. Мероприятие проводится на нескольких площадках. Спикерами выступили представители правительства, различные председатели общественных организаций, а также блогеры. В форуме приняло участие более 140 человек. Стоит отметить, что организаторы планируют проводить этно-медиафорум ежегодно. Вопросы сохранения межнационального мира и согласия, межконфессионального диалога между представителями различных конфессий, диалога между различными национально-культурными объединениями, которые представлены у нас в республике, а их более 70. У нас представлены в республике более 160 религиозных организаций. И, конечно же, на форуме будет обсуждаться в том числе и проблематика современного состояния этнической журналистики, той, можно сказать, отрасли журналистики, которая направлена на освещение вопросов, событий, проблемы, которые как раз связаны с реализацией национальной политики в нашей стране. На этом у нас все. Хорошего дня. А в столице региона сегодня стартует 4-й съезд юристов. Он проводится один раз в 3 года, а концепция съезда посвящена в этом году столетию образования Якутской ССР. Духовно-нравственные ценности в основе становления и развития государственности и права Якутии. И у нас сегодня в гостях руководитель департамента по государственно-правовым вопросам администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия Ольга Романова. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Скажите кратко об истории съезда. Пожалуйста. Да, съезд нас уже насчитывает уже 12-й год, получается, да? В 2013 году прошел первый съезд, и он был посвящен социальной ответственности юриста. Мы сообществом юридическим Якутии решили обсудить общие подходы к правовому просвещению, правовой культуре, чтобы право было доступно каждому, чтобы можно было сориентироваться, да? И в нашей именно Якутии впервые был, значит, введен единый день, значит, повышения правовой грамотности, да, 23 марта. В этот единый день у нас уже традиция, вот получается, насчитывается, да, уже больше 10 лет, когда юристы выходят в население, в разные категории, в разные группы, да, просвещают, консультируют. Также есть бесплатные дни правовой помощи. В общем, мы развивали, запускали развитие этого института. Второй съезд у нас прошел, периодичность их раз в 3 года, второй съезд у нас прошел под знаком или под потребностью, да, развития качественного юридического образования, чтобы юристы, выходя в практику, да, были ориентированы на результат, чтобы они имели те компетенции, те навыки, которые позволят сразу решать вопросы качественно и оперативно, да, потребности населения. Ну, вообще наша профессия связана с колоссальной ответственностью перед населением, да, перед обществом, поэтому вот чтобы юрист был готовый, да, практикоориентированный. Третий съезд прошел у нас под потребностью цифровизации. Огромный пласт законодательства, да, миллионы актов, принимаемых в Российской Федерации, в целом в стране. Вот как сориентироваться без цифры, да, без систематизации, без их каких-то создания типовых ответов, изучения типовых ситуаций, да, модельных каких-то, значит, консультаций, да, онлайн. Вот, все это мы проговаривали вот на прошлом съезде. Ну и вот 4-й съезд наступает да, продлится сегодня. 2 дня, да, как вы уже сказали. Да, сегодня начинает что как раз работать 4-й съезд. Мы гордимся, да, нигде в регионах нет вот такой четкой периодичности, да, когда сообщество, да, раз в 3 года собирается. И вот сегодня мы собираемся, да, чтобы обсудить, вот как вы уже сказали, да, духовно-нравственные ценности в праве.
праве, в развитии государственности проходит знаково в год столетия нашей Якутской ССР. В 1922 году декретом в ЦИК был принят значит, вот новый вектор развития, или даже вектор развития прорывного, да, Якутской АССР, Якутская автономная социалистическая советская республика. И вот благодаря правовым документам, Конституции и всему прочему законодательству республики мы вот развиваемся достаточно мощно. И вот это вот все нам надо продлить, значит, перезагрузить с учетом новых вызовов, да, с учетом тех перемен, которые произошли в мире, в стране, соответствовать им. И духовно-нравственные ценности как раз нас должны сплотить, должны дать нам фундамент для дальнейшего развития. Ну, какие мероприятия пройдут? Да, мероприятия самые разные. Это дискуссионные площадки. Во-первых, само пленарное заседание, где мы обсудим основные доклады, заслушаем наших уважаемых юристов, практиков, также представителей науки. Большой интерес к съезду вызван из федерального центра. Ведущие ученые страны будут на площадках сегодня пленарного заседания. А также потом развернутся дискуссии на уже значит, по профилям. Да, это и антимонопольное право, это и конкуренция, это и в условиях санкций, да, это и арктическое право, это и вызовы к профессии юриста, да, это и право как и смежные науки, то есть мы посмотрим комплекс, да, юридической деятельности именно как комплексный подход. Значит, мы посмотрим новые подходы к правовым системам на региональном и муниципальном уровне, потому что в съезде принимают участие муниципальные, республиканские юристы, конечно же, да, частной практики, правоохранительное, судейское сообщество, да, то есть все спектры нашей профессии, да, будут представлены на съезде. Вообще сейчас невозможно представить ни одну сферу деятельности без юриста. Везде она должна сопровождаться профессиональным, да, инструментом правовым. Вот, поэтому и дискуссионные площадки также выстроены. Есть у нас еще одна традиция, это проводить интеллектуальные игры, скажем, да, интеллектуальные такие состязания, где мы сплачиваемся, где мы развиваемся. Юрист — это многопрофильный всегда, безусловно, да, подход, знания, которые нужны. И, соответственно, также пройдет это мероприятие. Есть и спортивные традиции, и научно-практическая конференция пройдет. Вот чем отличается этот съезд, что 40 лет высшего юридического образования на территории Якутии в этом году исполнилось. Да? Мы гордимся, что теперь якутяне могут получать высшее элитное образование, да, на территории Якутии, не выезжая, в комфортных условиях. И вот 40 лет, как исполнилось этой возможности, будет также проанализировано, новые, значит, определены задачи для профессорско-преподавательского состава, да, для студентов, для практикующих юристов вот именно в этой сфере. Поэтому такая насыщенная программа, как всегда, ждет, и мы готовы к работе. И пожелания хотелось бы пожелать, да, участникам съезда, конечно, новых прорывных идей, интересных дискуссий, всему населению нашей Якутии верить в право, да, в торжество права. Право — это вообще искусство добра и справедливости, говорили древние философы. Вот, чтобы у нас так и было, и чтобы это стало основой, наша культура стала основой, и духовно-нравственные ценности стали основой для права, а право для дальнейшего развития нашего региона и комфортной жизни каждого якутянина, значит, нашей республики. Ольга, спасибо большое. Вам так активно очень ворвались в наш эфир. Да. Я думаю, телезрители моментально проснулись. И, конечно же, удачного проведения съезда. Да, съезд будет транслироваться значит, на платформах YouTube, поэтому мы приглашаем самый широкий круг участников, да, не только профессионалов, да, к этим дискуссиям, к этим значит, заслушиванию этой информации интересной. Вот, поэтому, да, просыпаться и вперед за новыми знаниями, за новыми планами. Да, ну и мы ждем плодотворных итогов. Да, спасибо. Ну и желаем, конечно, чтобы съезд прошел вот так, как задумано, и опять же был плодотворный, продуктивный, и были достигнуты. Спасибо. Задачу поставил в послании вот 19 числа декабря Илдархан, глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Как раз все наработанное, все ценности наших народов Республики Саха-Якутия, да, поставить в основу права, право творчества, право применения, вот, и сделать его эффективным.
Всё, Спасибо. Да. Спасибо. А мы, собственно, к концу нашей программы, как сегодня было заявлено, у нас был розыгрыш вот этого замечательного билета. Гала-концерт экс-солистов легендарных вокально-инструментальных ансамблей. Нужно было ответить на 2 вопроса в нашем телеграме. Вопросы звучали следующим образом. Премьера какого новогоднего циркового представления состоялась в Государственном цирке в 2009 году? И кто является самой первой дрессировщицей пуделей в нашей республике? Ответов было много, но по одному, как правило. Что ты мне не показываешь? В итоге есть у нас тот Все-таки правильный, пользователь, да, который ответил правильно на первые 2 вопроса. Возможно, моя подсказка про море, дерево и ткань и фраза «смекнут». Вот Александра, она смекнула, потому что Джек Воробей — это был Первая постановка, премьера, да? точнее, премьера, да, в 2009 году. А первой дрессировщицей пуделей в нашей республике была Людмила Кельбинова. Вот, 2 правильных ответа. Александра, мы с вами свяжемся, наш администратор, скажем, как забрать вот этот замечательный билет на концерт. И поздравляем вас. Отличное время, досуг 4 января пройдет у победителя. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Обязательно включайте свои телевизоры завтра в 7 часов утра и встречайте утро вместе с нами. Пусть сегодня обязательно все получится у вас. Да, завтра будет тоже много интересного. В том числе, кстати, узнаем о премьерах кинотеатра, которые можно будет уже в эти выходные Паша посмотреть. ждет с нетерпением. Да. До завтра.